Все мы помним прямой эфир, прошедший между Магомедом Даудовым и Тумсо Абдурахмановым. Это было в 2019 году. С тех пор, получается, уже прошло где-то 5 лет. Пересматривая тот эфир, я наткнулся на интересный момент, которым хочу поделиться и с вами. Дело в том, что Тумсо много раз упрекал Ахмеда Закаева в том, что тот допустил слабость в разговоре с Кадыровым. Я хочу показать вам, как Тумсо сам повел себя в аналогичной ситуации. Ямар тхоук официально ямар тхоук дон. Шипа чалкан духалвел, шихалкан духалвел дон. Хера газу такелган нохчи муджахиду. Акидо. Подожди. Значит, вот смотри, с одной стороны террорист в международном розыске, а с другой стороны... Ну, это по вашему мнению. Подожди. Это не мое мнение. Это твое, это мнение твоего государства. По нашему мнению, этот человек является бойцом Чеченской республики Ичкерия. Здесь лорд называет чеченского воина террористом, и Тумсо его тут же поправляет, сказав, что это по вашему мнению. То есть Тумсо защищает воина Ичкерии, не давая навешать на него клеймо террориста. Запомните этот момент. Подожди. С другой стороны, начальник уголовного розыска, который непосредственно должен бороться с бандитизмом, терроризмом. Так. Вот. Значит, если бандит, ты вообще террористов, бандитов, вообще ты как, вот, допустим, тот же Асхабу Юсуф, он находился в международном розыске, или, скорее всего, в федеральном розыске. За ним числились несколько убийств, несколько терактов. Его, естественно, искали правоохранительные органы. Так. И в результате этой стычки, допустим, он убил начальника уголовного розыска. Который хотел его убить. Да, который хотел его задержать. Но Да. Ты оправдываешь Асхаба? Причем здесь я оправдываю или нет? Это же ты же, вон Кадыров говорит, что там он тот, кто алоли, герстукш. То есть он, получается, они воевали, это была стычка. Подожди, вот смотри, Ишцабас, вот смотри, там вот один начальник уголовного розыска. Второй, но она боец Чеченской республики Ичкерия. Не, это по твоему мнению, один это боец Ичкерии, второй это предатель. Тумсо снова защищает воина, отказываясь соглашаться с тем, что Асхабов был террористом. Вот они друг друга убили. Но убили они друг друга в бою. Саму Киелу Цаина они в бою друг друга убили. Значит, ты, вот смотри, в те времена официально, в эти годы официально, она Доксина, Имарат Кавказ, туда-сюда, короче. Имарат Кавказ был создан в 2007 только году. А он когда? Я не знаю, кстати, в каком это было году. Вопрос далее. Значит, ты поддерживаешь... Получается, тогда не было Ичкерии, ты хочешь сказать, да? Да. Ну тогда беру обратно свои слова. Здесь Тумсо, узнав о том, что речь идет не о воине Ичкерии, говорит, что берет свои слова обратно. Но какие слова он берет обратно? Разговор шел в контексте того, являлся Асхабов террористом или нет. И Тумсо защищал его, пока думал, что тот был воином Ичкерии. Но как только понял, что это не так, берет все свои слова обратно. Слушайте дальше. Итак, дальше. Как ты... Но когда человек ошибся, он должен признать свою ошибку. Ты мне объяснил, что тогда уже не было. Вопрос закрыт? Не, вопрос не закрыт. Почему старика побили? Спроси у них. Может, они озлобленные были. То есть это нормально, да? Можно, если ты озлоблен, побить. Не, я говорю, спроси. Я же не заказываю. Не, я не хочу никого спрашивать. Я хочу тебя спросить. Мне интересно твое... В случае я тебе рассказал, как это было. Вот, с одной стороны бандит, с другой стороны начальник уголовного розыска. С другой стороны предатель. А здесь
Как видите, когда Тумса уже знает, что речь шла не о воине Ичкерии, и лорд повторяет, что с одной стороны бандит, а с другой стороны начальник уголовного розыска, Тумса говорит, с другой стороны предатель. То есть Тумсо даже не стал отрицать, что Асхабов бандит. Он не сказал, как говорил до этого о воине Ичкерии, что Асхабов чеченский воин, а фактически согласился с тем, что Асхабов бандит, всего лишь продолжив мысль лорда, сказав, что второй был предателем. То есть, если ты признаешь его предателем, то ты другого признаешь героем. Это по какому такому? Это по какой формуле ты это вычислил? Объясни. А здесь на вопрос лорда о том, считает ли он Асхабова героем, Тумса не захотел называть чеченского воина героем, который погиб в сражении с предателями. Это предатель. Он предатель, потому что он работает на российские вооруженные силы и убивает свой народ. Он по-любому предатель. В 2007 году. В любом, хоть в 15-м, хоть в 19-м. Какая разница? В 15-м что ты делал? Я что, кого-то убивал или работал на вашу власть, что ли? Ты что? Ты в СМБ работал? А теперь послушайте запись 2022 года, где Тумса говорит о Закаеве. Опытный выпущенный, бяшло, был нормально, бяшло, война, данный момент. Опытный политику, și mostă și înțeamnă de ce ai dat un. Umarov doc, предатель его ирды. Опыт я чумся, что политику ать. Så hit sitt be herbal bol bina ать så. Но сонам. Så jag mal kan så bättre. Сонам хир от Allah måste ju Allah måste ju Иуда Мухаммад бошел. Чим схемел de ce ai så قدردون تا блогер حقيقي så شيء så اشتر حق لتربر وجبار. Сонам хир sai ta опыт ёча. As Allah måste ju схемел de ce ai as evita визим хирсон. Это ничего не опыт, это стоял опыт материализм. Тумса в 2022 году осуждает Закаева за то, что тот позволил себе сказать нечто в адрес своего политического оппонента в разговоре с Кадыровым. Но сам Тумса за 3 года до этого в разговоре с лордом согласился с тем, что Асхабов был бандитом, и не захотел называть его героем или чеченским воином. А ведь Асхабов не был для Тумса политическим оппонентом. Он был простым парнем, вышедшим защитить свою родину, примерно в тот период времени, когда сам Тумса обеспечивал русский режим связью. Поймите правильно, я не оправдываю Закаева за его ошибки. Я никого не идеализирую. Все мы ошибаемся, и никто от этого не застрахован. Но если мы кого-то судим, особенно публично, надо быть последовательными и справедливыми. Не должно быть двойных стандартов. Одного критикуем, другого оправдываем только потому, что он нам ближе. Вот, с одной стороны бандит, с другой стороны начальник уголовного розыска. С другой стороны предатель. То есть, если ты признаешь его предателем, то ты другого признаешь героем. Это по какому такому? Это по какой формуле ты это вычислил? Объясни. Нет, смотри,